В Тампонском районе участились случаи нападения серых хищников не только на домашних оленей, но и на лошадей. В Ингинском наследии стая волков напала и задрала 8 голов лошадей. Из них 5 у СПК «Бордой». Но точное количество будет известно при весеннем пересчете. С осени следы изучаем, знаем, сколько их, какого возраста волки. Каждый день объезжаем капканы, проверяем по следам. За волком ходим. Сын сейчас поехал проверять капканы. Заметили ночные следы. Охотниками дважды были организованы облавы, но безрезультатно. На помощь пришел опытный волчатник Николай Захаров из Мегино-Алданского наслега, который капканами добыл 4 хищников. В эти дни идет охота на волчицу, продолжающий задирать табун. Осталась вот сейчас, которая учит всех своих щенков, вот эта Макка, волчица. И вот она сейчас вот хитрая, вот ни в какой капкан, ни по каким тропам не ходит. Только по новым местам ходит. Вот. Если ее не поймать нынче, в следующий год тут опять 5-6 штук будет. Серые хищники наносят большой урон сельскому хозяйству. Поэтому в бюджете Тампонского района ежегодно закладываются средства для борьбы с волками. В прошлом году эта сумма составляла 800 тысяч рублей. За одну шкуру хищника охотник получает 10 тысяч рублей, а также премиальные. Охотник Николай Захаров ликвидировал 7 волков и заработал 400 тысяч рублей вместе с вознаграждением и денежной премией. Зафиксировано более 70 голов хищников. Из них в Ингинском наследии из 6 остался 1, в Мегино-Алданском наследии 2, в Сосыльском наследии 3, в Байгантайском наследии 6, в Тампонском и Эвенском наследии более 50. Табунщики отмечают, что численность волков в последние годы увеличилась. Из-за нехватки кормов в тайге они стали нападать на лошадей. И если сейчас не принять необходимые меры, то количество серых хищников будет только расти. Мария Винокурова, Ингинский наслед, Тампонский район.